Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире программа «Кефир» на телеканале Кимус. С вами я, Джамала Усмонова, и пятничный наш эфир мы решили посвятить весьма интересной и, если так можно сказать, экстравагантной теме, на которую мы очень редко говорим. И мало того, эти люди, про которых сегодня пойдет речь, чаще всего остаются за кадром. Мы сегодня говорим про каскадеров, которых видим во многих фильмах, но как раз-таки свои лица они не показывают. Но, тем не менее, их навыкам и их умению искусно обращаться с различными опасными элементами съемочными можно лишь поразиться. Дорогие друзья, если эта тема вам близка, то присоединяйтесь к нашей беседе. 59 20 01 наш номер. Также во всех социальных страницах можно отправлять нам пожелания, сообщения, вопросы нашим гостям. И прежде чем вам представить нашего гостя, хочу напомнить, что спонсор нашей программы — компания Шоро, родниковая вода-легенда. А сегодня в гостях у нас Нурбек Болотов. Про биографию данного человека я могу говорить бесконечно. Аж 4 листа, наверное, заняла ваша биография. Здравствуйте, Нурбек. Здравствуйте. Давайте я начну с небольшой сводки о том, кем вы являетесь, для тех людей, которые с вами еще не знакомы. Нурбек Болотов является мастером спорта Кыргызской республики по тэквондо ВТФ, 3-й дан черный пояс, инструктор по единоборствам, почетный член ассоциации тэквондо ВТФ Кыргызской республики, член ассоциации каскадеров Казахстана, член каскадерской группы «Номад». И еще целую программу могу говорить о всех ваших достижениях. Как ваше настроение сегодня? Спасибо, хорошо. Пятничное. Пятничное. Да. Сегодня также мы приглашали помимо вас ваших ребят, которые, мы знаем, сейчас уехали на съемки. Да. Расскажите, пожалуйста, что за съемки проходят и в каком фильме? Ну, наши ребята сейчас уехали в Крым на съемки сериала «Викинги». А мне пришлось немножко, по семейной теме немножко остаться пришлось, пока здесь. Ну, вы остались именно ради нашего эфира, чтобы сегодня рассказать всем телезрителям о своем интересном увлечении, даже не увлечении, а профессии, можно сказать. Правда? Вообще, расскажите, пожалуйста, какую часть вашей жизни занимает именно каскадерство? Ну, профессия, хобби, увлечение. Ну, трюковое искусство я пришел, из спорта пришел. Продолжаю заниматься спортом. Наверное, в каскадеры идут те дети, наверное, которые в детстве не наигрались, наверное. Вот так вот. Вы можете себя отнести к числу тех детей, которые в детстве не наигрались. Да. Хорошо. А вот ваша тяга, ваша смелость, скажем, к таким я не знаю, к огню, к тренировке диких животных, это проявление ваших каких-то детских увлечений? Может быть, с детства уже с волками игрались? Обязательно, да, такое было. У меня отец сам очень часто водил меня на охоту. Потом он очень хорошо держался в седле, хорошо боролся. И во всех смыслах я хотел ему подражать. А потом в моей жизни появились книжки, кино, и все это до сих пор идет, так и продолжается. Хорошо, давайте расскажем телезрителям о том, как случился ваш первый опыт именно в большом кино, когда вы пробовали себя в роли каскадера. Нет, я вообще вырос на Русском драматическом театре, потому что у нас был всего один кинотеатр и один театр музыкальный. В театре вырос отец, потому что он мне отвечал за театр, отвечал за культуру Нарынской области, города Нарын. И там вырос, смотрел, мне было очень интересно, он очень хороший рассказчик. А в кино я попал, думаю, очень случайно, наверное. В 91 году все знают, что у нас итальянцы снимали фильм «Чингисхан». Мне кажется, весь Бишкек там работал. И там я начинал со статиста, называется, массовка, да, говорит. И потом. То есть вы просто стояли, сидели? Да, что-то делал там, это на молодой. Но никак не трюкачили? Нет, никогда. Потом с этого все и началось. Ну и занимался я спортом, был в олимпийской сборной команды по Кыргызстану по тэквондо ВТФ, был капитаном команды. И один друг меня пригласил, с этого все и началось. И вот эти темы. И пошло как-то. То есть само собой? Да. Хорошо. А почему вы выбрали как основную деятельность именно трюковое искусство? Потому что я знаю, что вы также являетесь членом Союза кинематографистов Кыргызстана и являетесь отличником кинематографии Кыргызской республики. Почему не подались именно актерской сфере, чтобы попробовать себя в амплуа актера? Ну,
одна из моих, вот, имею в виду, то есть, где я учился, это актер театра и кино, институт искусства. Ну, актер, наверное, пытается что-то сделать там как актер, но маловато, конечно, главных ролей. Ну, иногда у нас каскадеров иногда там ставят вперед, вот это да, мы делаем. Потихоньку снимая свои фильмы, клипы, что-то идет, наверное. Ну, то есть как режиссер выступаете? Да. Профиль у меня развития в кино очень широк. Значит, помимо трюков я ставлю бои, работаю в театре, тоже ставлю бои. Очень много в русском театре работаю нашем. Дрессирую животных, сам пишу сценарии, потихоньку снимаю. Ну, такой, думаю, все-таки это путь, и я ее как бы кино охватил широким образом, и так потихоньку иду. Вот вы упомянули, что дрессируете животных, причем весьма капризных животных, я могу сказать, с которыми не каждый управится. Давайте более подробно расскажем про ваш опыт работы с животными, в частности, вот с яками. Я сама лично видела видео и была поражена тому, как с такими большими, сильными зверями вы справлялись. Первое образование зооинженерное, закончил хозяйственный институт. С детства часто ходил на охоту, животным очень хорошо справлялся. И вот одно хочу вот фото все-таки опубликовать. Там есть, такое фото есть, когда моя мама молодая, лет на 18-19, это было советское время, она когда доила яков. Надо же. Да, вот откуда любовь к якам. Да. И потом смотрю, как бы я всегда спрашиваю, как все-таки это должен быть не только опыт, но и одна тема, что когда человек боится, надпочечники выделяют адреналин. И любое животное это чувствует. Я просто не всегда говорю животные, это очень грубо звучит, я говорю, например, одухотворенные, имеющие душу. И вот и яки. И много заказов у меня там, в основном заказывают Казахстан. На сериал «Марко Поло», который сейчас снимает Голливуд, я подготовил им 5 яков, подготовил. До этого фильм «Келин» тоже подготовил, там много яков. И так получается, что это экзотическое животное, ровесники мамонтов, они интересны, наверное, людям. И очень могучие, сильные, одухотворенные. Ну вот и работаю. Ну вот, наверное, у животных, как и у людей, как вы сказали, что вы относитесь к ним как к одухотворенным существам, у каждого из них есть свой непревзойденный характер, я в этом не сомневаюсь. Как вам подобрать именно тех животных, которые поддадутся дрессировке? Дрессировки. Самое очень тяжело, говорят, что вот яков дрессировать, волков, в среднем, да. И мне кажется, мне самому вообще нравится вот этот адреналин, как сама вот эта тема, если я их дрессирую, мне нравится. Там нужно иметь, думаю, там твердый характер иметь, с ними вот так столкнуться, глаза в глаза с ними посмотреть, вот так и работать. Ну, сложновато, конечно, бывает. Бывали, грубо сказать, и нападения были, там ни на секунду нельзя расслабляться, очень сложно. Хорошо, а какие главные золотые правила при работе с дикими животными? Я все-таки думаю, я пытаюсь им объяснить, это идет на другом уровне. Да, и как же объясняете? Может быть, языком животных владеете? Ну, я с ними, да, действительно, конечно, я с ними действительно разговариваю. Потом показываю, что им делать нужно. Во-первых, нужно их как-то победить, покорить и сказать, что я теперь вожак стаи. Так, их вы принимаете позу животного. В среднем там взгляд, тема. И говорю, там, нужно делать вот так. И конечная тема, что это, если поделиться секретом, сказать надо, я тебя люблю, давай лучше вот так поработаем. Обязательно. То есть нужно внушить себе любовь к животному? Нет, ему нужно объяснить, и он понимает, нормально. Хорошо, давайте представим себе, что я як, а вы мне внушите, что вы меня любите. Вот так. Как происходит диалог? Диалог происходит? Да. Сейчас покажу. Вот на меня начинает показывать. Я смотрю на вас. Я смотрю. Вот с этого начинается. Со взгляда. Да. Хорошо. А дальше уже признание в любви, стихотворение, поэмы. Обязательно. Очень интересно. С вашего позволения еще раз напомню телефон прямого эфира 59 20 01. Сегодня у нас в гостях каскадер, зовут его Нурбек Булотов. Очень интересная, неординарная профессия, про которую и сегодня пойдет речь. Сейчас мы рассказали про интересный опыт работы нашего гостя с дикими зверями. Сейчас же у нас есть специально приготовленный сюжет на данную тему, после которого мы вернемся в нашу студию. Вы тоже к нам присоединяйтесь.
Работает! 110, 541, 24, дубль первый. На Иссык-Куле снимают новую картину «Песня Южных гор». Режиссер Марат Сары-Улу. На площадке интернациональная команда. Оператор из Грузии, звукооператор из Германии, актеры из России и Казахстана. Содержание фильма киногруппа целиком не раскрывает. Известно лишь, что там будет представлено искусство маскаробозов, бродячих актеров и масса конных трюков. Поэтому и пригласили «Намат» – лучшую и не только в Центральной Азии каскадерскую группу из Кыргызстана. «Намат» — это Джайдарбек, Мурат, Олег и другие. У них разные взгляды и разные привычки. Объединяет серьезные отношения к работе и друг к другу. Они вместе 5 лет и в жизни, и на съемочной площадке. Режиссеры любят работать с группой «Намат». Об этом говорит плотный график каскадеров. Он расписан на год вперед. Мы работали на Монголии с Бодровым, то есть он лично пригласил меня. Вот. И сейчас готовимся ко второму фильму, то есть это будет трилогия, уже пригласили. Приглашение с участием, то есть режиссер у нас будет Люк Бессон. Джайдарбек прежде поражал воображение зрителей конной джигитовкой в цирке. Бег по кругу вскоре надоел. Поманили за собой большие просторы и ветер перемен. В кино отработал на многих известных картинах в качестве каскадера. В новом фильме он предстанет в новой для себя роли – одного из главных героев. Труд каскадера не только риск. Это еще переезды, ожидания на площадке. Расслабиться в часы затишья между съемками тоже надо. А еще рядом с ними реальная опасность. Каждый день. Не все выдерживают. Кто-то приходил из-за денег, кто-то приходил просто там показать себя, то есть для имиджа, например. Кто-то просто делать нечего. То есть сейчас, я думаю, набрал таких ребят, близких ко мне по духу, то есть одинакового характера. И это очень помогает как бы работе. Это как одна большая семья, которой надо доверять в любой момент, любую секунду. Рядом должны быть люди, те именно близкие тебе. Это почему? Не только должен быть партнером, я думаю, должен быть еще другом. И ты этого человека должен чувствовать очень сильно. То есть и взаимоотношение какое-то должно быть. И не только дружеское, как, в большей степени, может быть, даже братское. Его брат по съемочной площадке Мурат Бурханов к работе в кино готовил себя с юности. Прошел все – дзюдо, фехтование, гимнастику. После службы в армии – школа мастерства у знаменитого кыргызского каскадера Усена Кудайбергенова и выход на большой экран. В блокбастере «Кочевник» исполнял трюки за голливудского актера Марка Дакаскаса. Дублировать звезду оказалось несложно. Он очень такой гармоничный человек, мягкий такой, приветливый. Очень. Вот даже в нем не ощущаешь эту звездность. Вот любой человек подойдет к нему, попросит, можно сфотографироваться. Некоторые звезды такие отворачивают, все, огородите меня от этой массовки, там и все. А он нет. Мурат и Джайдарбек снимались в таких известных фильмах, как «Волкодав» и «Дневной дозор». Вспоминают, что на съемках и в самом деле все смешалось. Люди, кони. И хотя в крепкой мужской дружбе не место женщине, но где же без нее? Актриса Айджан Тимирова знакома с каскадерами «Намада» уже 5 лет. Собранные и жесткие на съемочной площадке, надежные и отзывчивые в жизни. Таково женское мнение об этих людях. Просто жалко, все каскадеры женаты. А вообще это ребята, не знаю, мечта всех женщин. То есть в них сочетается и... Они очень хозяйственные, то есть умеют готовить, ухаживать за собой, стираться. Очень такие воспитанные, то есть, можно сказать, джентльмены. Совершенно объективно, но мечта всех женщин-каскадеры большую часть своего времени проводят в разъездах. То, что по ним скучают жены и дети, никто не оспаривает. Но вот скучают ли каскадеры по семье? Может быть, просто они как бы не показывают, многие мужчины не показывают своих чувств. Но чувствуется, что они тоскуют по дому, особенно по детям.
У Олега Наумова жена и 2 сына. Фотографии и видео семьи всегда под рукой, в мобильнике. Олег каскадером стал совсем недавно. Он тоже из цирковых артистов. По внешности и не скажешь, что занимается опасной работой. Чаще всего актеры, которых дублирует Олег, не обладают атлетическим телосложением. И пришел к тому, наверное, к чему я стремился. Работаю с теми людьми, которых давно уже знаю. Работа интересная, не повторяется. В конечном счете получается, что ты на определенную ступень какого-то духа, да, вверх поднимаешься. Вот это вот классно. Это, наверное, не знаю, это жизнь. Они вместе работают и вместе отдыхают. Время, чтобы пообщаться и обсудить планы на будущее, сгодится любое. Даже под дождем в маленькой палатке, поставленной на скорую руку, большой компании не тесно. И не беда, что костер не разгорается. Их согревают общие воспоминания о былом, о друзьях и о кино. Кино, в котором не видно их лиц, но тем не менее каскадеры всегда в самых захватывающих кадрах. Мы продолжаем наш эфир и хочу еще раз пожелать доброго вечера всем телезрителям телеканала Кей-Муз. Если вы с нами, значит, тема именно постановки трюков, дрессировки вам, безусловно, должна быть интересна. Я думаю, что каждому из нас это очень интересно, потому что все мы смотрим фильмы, практически каждый день выходят новые кино, и не могу не отметить, что в основном мы смотрим именно голливудские фильмы. И наверняка не все из вас знают, что в этих голливудских фильмах принимают участие и дублируют голливудских актеров, таких как Марк Дакаскос, Киану Ривз и других известных актеров, наши кыргызстанские трюкачи. Напомню, что сегодня у нас в гостях Нурбек Болотов, мастер спорта Кыргызской республики по тайквондо, ВТФ, по единоборствам и так далее и тому подобное. Очень-очень большое, длинное, плодотворное резюме. И сейчас даже мы посмотрели работы вашей команды, называется она «Намат Стант», если не ошибаюсь, «Намат» называется. И упомянули в сюжете такой момент, как долгое расставание со своими близкими, родными. Ведь все-таки чаще всего вам приходится работать на очень длинном расстоянии. Расскажите, пожалуйста, вот на сколько времени чаще всего вы уезжаете по работе из дома? Бывает по-разному. Недавно на сериале «Марко Поло» наши ребята уехали в Малайзию на 3 месяца. Самый большой срок, где я вообще был вдали от родины, наверное, только фильм это «Монгол», Бодрова старшего, наверное, там. Это 70 дней был в Китае. 70 дней. Да. А кого вы дублировали и какие трюки выполняли в этом фильме? В основном у нас работа была на лошадях, и все. На лошадях. Сражались, бились, да, вот это наша работа. Хорошо. А вот видим во многих кадрах работу с огнем. Ведь мы знаем, что голливудские актеры все-таки, наверное, боязливые, и в основном многие из них страдают звездной болезнью, поэтому они приглашают каскадеров, чтобы свои хрупкие пальцы не обжечь. Расскажите, пожалуйста, вот на основе своего опыта работы с голливудскими звездами, правда, что они вот такие, как про них пишут в СМИ? Не думаю, они нормальные. Нормальные люди. Нормальные, да? Ну, просто есть такая тема в кино, например, если даже он такой большой каскадер, его, например, если он работает именно в главной роли, его не пускают, то есть он трюки делает, потому что если он, не дай бог, там что-нибудь даже поломает, этот каскадер, если он в главной роли работает, то фильм, имею в виду, провалится. Обязательно у каждого человека, который в трюковых фильмах имеет в виду, играет главную роль, обязательно имеется дублер. Кем бы он ни был, это обязательно. Хорошо. А раз уж вы играете в голливудских фильмах, чаще всего, получается, вы являетесь дублерами именно мужчин, актеров азиатской внешности. Да, либо вас гримируют, может быть, и под европейцев тоже. И по-разному можно. Просто нужно в кадре смотреть, если человека показывать издалека, имею общим планом, или сзади, или там панорама что-то идет, у нас это обязательно играет каскадер.
В больших все равно фильмах там старается вот этот актера, главное, там его не замучить, потому что очень тяжело целый день на площадке находиться. И он сидит спокойно. Например, с коня падает каскадер, а встает он главный герой. Вот и все его лицо. Его миссия просто красиво встать, значит, с чувством выполненного долга. Хорошо. Я хотела бы более подробно поговорить также про фильмы, в которых вы снимались. В частности, это фильм «47 Ронинов», который, можно сказать, весьма нашумел во всем мире и также в Кыргызстане. Много поклонников данного фильма. Расскажите, пожалуйста, про опыт в данном фильме. Потому что я лично смотрела, вас там не видела. Можно вообще где-то проглядеть, что вот это вот каскадер, я горжусь им, это с моей республики. Да, у нас тоже такая тема бывает, когда идешь в кинотеатр и смотришь, ну давай, покажи тебя. Покажи себя. А потом говоришь, скачут люди, вот я в конце, ай. Ну да, сырые съемки есть где-то, вот что есть. А сами не старались свое лицо где-то показать, помахать? Нет, там нельзя, это вообще там, как бы стоишь, что-то делаешь. Ну, на 47 Ронинов, как бы нас вывезли в Англию, там снимали. Я дублировал вот этого японца здорового сумоиста Басё, который там погибает, умирает. Имя забыли. Месяц. Это сложное имя, японское, что-то не всегда припомню. Ну, звали Басё, такой человек хороший. 130 килограмм весит, на мне надели. А что такое губку надели. И это там. Я думала, поправиться вас заставили. Нет, такого нет. Сразу. Они там, везде же камеры стоят, говорят, нам понравился парень, говорит, пойдем. Смотрели сразу такой, какие-то минуты быстро бейджик сделали, все, ты уже дублер этого человека. Как кастинги проходят для каскадеров? Ну, скажите, пожалуйста, может быть, вам нужно зайти в какое-то кольцо огня или перепрыгнуть через какое-то высотное здание, я не знаю, вот какие критерии главные отбора на кастингах? Они наверняка нестандартные. У нас же есть же команда «Намат». У нас есть свой руководитель, Дедребек Унгужинов. Он как бы в цирковом жанре работает, в Алматы живет. И там на каждого есть у нас досье. Начиная от даже длины рук, широты плеч, роста вот этого. И он, например, знает, какие у нас возможности. И потом, например, распределяет так. 5 человек поехали в Латвию, во Францию, эти сюда поехали, эти ребят сюда поехали. И у каждого возможность есть. А потом продюсер может смотреть, и режиссер говорит, там, смотрит сайт, там ребята, как бы фотографируемся, и говорит, там, мне нужен вот этот человек. У нас, когда, помню, сериал был «Облако холмом», японцы снимали в Латвии, во Франции снимали. Нас там 3 ребят выбрали как японцев, появляемся на площадке, полностью замеры брали, сколько кисть, там это все, вот под нас костюм. Уходим туда, это японский режиссер говорит, нет, говорит, не японцы. Мы все сразу обиделись, даже хотели развернуться и уехать. А почему не японцы-то? А мне думают там а потом посадили нас на лошадей. Выберите, наверное, лицо заставили. Да, и посадили нас на лошадей, и там такая тема была, что мы там как бы за нами забайкальские казаки гонятся. Вот русско-японская война, 1904-1905 год. И мы там ду-ду-ду стреляем, там на лошадях проскочили. Японский режиссер забыл сказать «стоп». А потом говорят, говорят, японцы, да, они говорят, японцы. Поверил. Да, Самое после главное, этого, чтобы режиссер поверил. Да, Отлично. Я еще раз напомню, телефон прямого эфира 59 20 01. Сегодня мы рассказываем такие вот нешуточные, настоящие байки из жизни каскадера. И сегодня у нас в гостях, напомню, Нурбек Болотов. Многочисленные регалии у Нурбека есть, и за спиной данного человека огромный багаж опыта работы в фильмах как азиатского масштаба, так и мирового. В частности, в голливудских фильмах вы могли увидеть смелые трюки наших каскадеров, называется команда «Намат», и вот Нурбек сегодня рассказывает нам про свои успехи в сфере кино, и хотелось бы сейчас еще также поговорить про вашу работу на казахстанской площадке. Мы понимаем, что все-таки расти нужно, и в Кыргызстане наверняка для вас, может быть, слишком тесно стало. Сейчас вы проживаете в Кыргызстане. Да. А как же связаны вы с Казахстаном? Потому что видно по вашему опыту, по вашему резюме, что многие фильмы снимались именно в Казахстане. Очень жаль в том плане, что у нас в Кыргызстане исторических фильмов снимают очень мало. Но если даже очень, грубо сказать, содержать коня, это очень дорого, только не каждый может коня содержать. И когда здесь фильмов нету, приходится, как бы, мы оттуда работаем, а что делать? Раньше у нас, когда Советский Союз был, Кыргызстан гремел на всю страну, у нас была своя команда, здесь команда была имени как бы Усейна Кудайбергенова.
а сейчас ее нету. И, грубо сказать, приходится выживать. Но думаю, радоваться нужно, потому что у нас и в спорте, и везде наши ребята как легионеры выступают. Но мы всегда возвращаемся в Кыргызстан и как бы любим свою страну. А почему еще не переехали в Голливуд? Мы видим сейчас, что и танцоры, и музыканты многие потихонечку перебираются сначала в страны Средней Азии, затем уже куда-то в Америку, в Россию. Все-таки решили оставаться здесь. Ну, я просто думаю, хочу немножко разбить миф о Голливуде. Думаю, Голливуд, как будто там нас ждут. Нас там никто не ждет. Голливуд – это улица миллионеров. Там, может, один человек, там у него идея возникла, или там он хочет такой фильм снять, он там делает и снимает. Или, например, как американское правительство говорит, что-то у нас, говорит, что-то в последнее время, говорит, в армии никто не идет, пожарники, говорят, никто не идет. И там целый там кабинет там, сценаристов, этих когорты целые, говорят, ребят, напишите сценарий, фильм снимите про пожарных, мы полностью заплатим вам половину, то есть сумму заплатим, остальной год вы. Это бизнес. И они снимают фильм, и сразу все дети тянутся, пожарники, там, спецназ тянутся вот так. Это вот такая система. Это, как сказать, не обязательно же там столько там фильмов снимать. Это главное зависит, мне кажется, от качества фильма, на что она нацелена. Есть же мировые бестселлеры. Только по России 130 кинофестивалей. Думаю, Голливуд, думаю, не сама цель. Я, например, с удовольствием отработал здесь в кыргызских фильмах. Да, мне, например, более интереснее здесь работать. Ну, просто очень здесь мало фильмов. И так получается. Хорошо, а вот за последние годы расскажите, пожалуйста, в каких еще съемках фильмов приняли участие известных? Ну, бывает у нас такая тема, иногда, ну, такие большие проекты ждешь год. А форму поддерживаешь на как бы фильмах, которые тебе предложили, это чтобы форму не потерять. У нас вообще, как у тематики, есть своя карточка, там все, ну, как все видно. Если каскадер хотя бы полгода не делает трюк, он уже не каскадер. Надо когда постоянно подтверждать надо. Ну, уже третий год она снимает фильм «Свадебный марафон» Нурлан Абыкадыров. Например, мне там предложили воспитать козла. Белый такой Наверное, козел. самая простая задача для вас. Нет, кстати, козла очень тяжело дрессировать, и я ее выдрессировал. Потребовалось много времени. Я думаю, в этом году этот фильм выйдет, надеюсь. Потом, ну, редко приглашают в театр, в театр приходится работать с постановкой «Ромео и Джульетта». Я там бои ставил, был в Астане, ставил там в Семипалатинске, ставил, здесь ставил на 70-летие русского театра. Ну, спасает, наверное, тренировки. И я вот недавно вернулся в спорт. Вот с чего начинал, туда и вернулся. Недавно свозил команду на Кубок Европы и Open Turkish, и добились хороших результатов. Ну и, думаю, спасает больше, наверное, писанина. Стараюсь больше писать. Скоро хочу издать сборник своих стихов, который с 11 лет писал. У нас. Ну, не знает, наверное, зрители оценят. И, ну, как бы стараюсь вот это. Ну. А что в своих стихах хотите передать? Именно свой жизненный опыт, какие-то моменты из жизни, такие вот экстраординарные, может быть, из профессии? Или больше о любви? Да, о любви есть, но больше, наверное, чисто, наверное, простые такие переживания. Я чувствую, что все ваши стихи посвящены козлам, якам, волкам, наверное. Да только не козлам. Наверное, есть ваши музы, нет? Муза, конечно, есть. Это, мне кажется, мне нравится вообще Кыргызстан, нравится, люди ее, наши горы, наши озера. Ну, как бы восхищаюсь этой темой. Обычаи наших предков нравятся, наверное. И воинство на кыргызском мне нравится, наверное. Об этом, наверное, стихи. Рассказы, мне кажется, об этом. Хорошо. А может быть, зачитаете сейчас одно из ваших стихотворений? Ну, большие не могу, например, например, чисто как рубаи, например, как Подабар Хаямана в среде, например. Пей вино с людьми, кто умеет пить, интересен беседе и поставлен на речь, кто не желает время торопить, чтобы утром сказать до следующей встречи. Так идет. Хорошо, а вот про вино вы упомянули в своем стихотворении. Расскажите, пожалуйста, ежедневный рацион каскадера, наверное, подразумевает какие-то ограничения определенные, что нельзя употреблять спиртные напитки, что нельзя курить, пить и так далее. Вот расскажите, пожалуйста, как с этими делами? Как с этими делами? Ну, мне кажется, вино нравится всем. Мне так и книжка называется «Книга, меч, вино». Да, здоровый человек, мне кажется, должен все попробовать. Все. Ну, я, во-первых, скажу, что я не курю. Стараюсь заниматься каждый день. Вино мне нравится. Смотря с кем, если выпить, если красивая девушка, да,
если он так улыбается, конечно, куда деться-то. Ну, бывает тема иногда ограничения пищи. Иногда видишь, что у тебя там на тренировках не постоянно есть весы, смотрю и знаю, что мне в какой форме быть. Например, нам скажут, через какое-то определенное время съемки, старайся подвести себя под это. Все-таки, думаю, с коня падать очень тяжело. Даже вот американские каскадеры говорят, я упаду со всего, с машины, с самолета, с вертолета, только не с коня. Там нужно ловить свой темп, ловить нужно. А мы как все-таки народ как кочевой, мы эту тему как бы это ловим. И там как бы там, своя техника нужна, элементарно. И приходится форму поддерживать. Есть темы, когда, ну, например, для человека, думаю, воды попить, проголодать 6 дней, думаю, это нормально. Ну, просто такие нормальные вещи. Хорошо. А как сейчас состояние вашего здоровья? Вот такой у вас громадный опыт именно в сфере создания различных трюков, дрессировки животных. Нет никаких каких-то шрамов, может быть, или синяков? Ну, то падаете, то... Ну, у нас постоянно говорят такие, там сразу спрашивают, там говорят, ой, у тебя такие, наверное, травмы, ты, о травмах не люблю говорить, мы как бы небеса не вызываем. Если, думаю, Господь захочет, он и на лестничной площадке можно упасть, поскользнуться, и на этом как бы все. А если человеку суждено утонуть, то он не сгорит никогда. И стараюсь более держаться насчет этой темы оптимистично. Ну, вы являетесь, я вижу, энтузиастом своего дела, чему вам хочу выразить свой низкий поклон. И еще раз напомню, номер прямого эфира 59 20 01. Мы сегодня беседуем с каскадером, зовут его Нурбек Болотов. Он состоит в команде трюкачей, называется команда «Номад». И за спиной у ребят данной команды опыт в съемках на больших съемочных площадках голливудских. Это различные фильмы «Чингисхан», «Рэкетир». Вот я сейчас говорю про наши фильмы, также про «47 Ронинов», наверняка вы слышали, и так далее и тому подобное. В общем-то, сегодня нам Нурбек сам про свое интересное занятие, увлечение и работу рассказывает. А вы же можете к нам присоединиться, дозвониться до нас, оставить свои комментарии в интернете, на Фейсбуке и во всех других сетях. Мы обязательно их в прямом эфире зачитаем. Сейчас будет небольшая рекламная пауза, после которой мы вновь вернемся в нашу студию и будем ждать вас всех, уважаемые телезрители. Продолжая наш эфир, я хочу еще раз напомнить того человека, который сегодня сидит у нас в студии. Это Нурбек Болотов, каскадер, лауреат различных премий, является мастером спорта по тэквондо, инструктором по единоборствам, является членом Ассоциации каскадеров Казахстана и членом каскадерской группы «Номад». Невзирая на то, что у нашего сегодняшнего гостя есть огромный багаж опыта именно работы на голливудских площадках, он остается патриотом и продолжает работать во благо Отечества. Правда ведь, Нурбек? Потому что очень много работаете, но все-таки приезжаете обратно в Кыргызстан. А вот когда приезжаете, чем занимаетесь, поработав? Как отдыхаете? Во-первых, как я уезжаю за границу, через 2 недели начинаю скучать по дому, потому что как бы, ну, наверное, всякий кыргыз любит, наверное, свое мясо, любит шорпо, кумыс, там, друзья, да, обязательно, без этого очень тяжело. Как приезжаю, обязательно нас там, да, встречают наши ребята, друзья мои встречают, одноклассники. Я вот сколько лет, сейчас у нас есть бы как бы свое ширине, но до сих пор я, 10 одноклассников, до сих пор я как бы общаюсь. Мы учились прям с начальных классов. И приходишь, рассказываешь, все приходят, потом новыми своими там впечатлениями делишься. А вот ваша семья, ваша жена, супруга, дети, с каким ожиданием они вас встречают? Расскажите, пожалуйста, каждый раз. Ну, помимо кино, конечно, у меня были как-то другие заботы, ну, по разным, в стиле спорта, темы. И когда, по-моему, сыну исполнилось то ли 1,5, то ли 2 года, меня дома спросили, а ты, ну, я вижу ежедневник, лет 15, постоянно пишу, мне сказали, сколько ты видел, говорит, сына? Посчитай, я посчитал, оказывается, я его видел 8 месяцев только. Такое бывает. Хорошо. Ну, а ваш сын хочет пойти по вашим стопам? Ведь каждый сын пытается подражать своему отцу, ведь это как некий эталон для подражания. Хочет ли он бросаться в огонь и работать с дикими Я, например, не животными? хотел бы, чтобы мой сын стал каскадером. Почему? Не знаю, как бы... Вы же так горите этим делом, почему бы сыну не продолжить
заниматься? Не, я вот думаю, насчет этого тоже меня много спрашивают. Я хочу ему всему научить, что я умею, а пускай выбирает он сам, кем хочет быть. Главное, чтобы был хорошим человеком. Сейчас мой сын тренируется в тайквондо ВТФ. Он у меня уже желтый пояс, 6 лет ему, мой старший сын. Так получилось, что очень женился я поздно, в 37 мне времени не было. И он сейчас у меня очень любит драться, умеет спарринговаться. Я его поддерживаю. И наверняка самый сильный среди своих сверстников. Где-то в среднем, думаю, сейчас да. Но он очень хочет, я не хочу. Ну, сейчас я его сам тренирую, вожу его в клубы. И он в данный момент сейчас очень любит драться. А давайте сейчас вернемся в ваш юношеский возраст, когда вы приняли для себя такое сложное, можно сказать, в своем роде решение стать каскадером. Как ваши родители на это отреагировали, когда вы им об этом заявили? Ну, как слово каскад, она появилась же потом позже, или как вот это. Ну, вначале, когда я был молодой, все смотрели, как, грубо сказать, как на чудика. Думаю, да, это нужно быть серьезным быть, надо хлеб там зарабатывать, вот это. То есть там. относились как к такому Да, серьезному занятию? а уже через годы уже, то, что когда все уже прошло, уже куда деваться-то, сколько лет уже кому, и уже там уже относятся хорошо, где-то думают, ну, романтика это что там, да, там. А романтика восхищается. А думают, вот тебя по эфиру показывают, вот тебе там туда ездишь, сюда ездишь. А отец у меня, помимо того, что он был у меня чиновником, он сам писал стихи, театр, и, видимо, сам меня заразил. Но он все-таки хотел, чтобы я занимался более спокойной профессией. Не получилось как-то. А мама, как мама ваша отреагировала-то? Мать мне тоже говорит, там, нужно как-то быть посерьезнее, нужно это делать. Ну, все, наверное, хотят видеть, наверное, чиновника, чтобы одел галстук, там, костюм, там, сидел, что-то делал. Я не понимаю. Я, например, через 3 суток погибну, наверное, в кабинете, если буду сидеть. Но уже увидев ваши успехи, наверняка не поменяли свои взгляды. Ну да, успеха, какого-то. Ну, главное, говорит, там, чтобы там семью кормил это. Ну, родину прославлять надо. Или что-то надо делать нужно. Хорошо. Сейчас у нас есть еще одно интересное видео, которое вы нам показали, в котором вы также принимали участие. Это будут элементы, фрагменты с ваших работ. Сейчас Кейтуб, наша рубрика, вашему вниманию предстанет, после которой мы уже продолжим нашу беседу с Нурбеком Болотовым.
Посмотрели сейчас, мои уважаемые телезрители, фрагменты работ команды ГО и гости нашего Нурбека Булотова. Команда называется «Номад», и каскадеры горели в огне, падали, дрались и чего только не делали. Но больше всего меня, наверное, напугал в каком-то смысле этого слова кадр, когда люди горели в огне. Расскажите, пожалуйста, как вообще проходят съемки, когда вам нужно окунуться в языке пламени? Ну, такой, наверное, большой опыт. В этом горении, конечно, маловато, только, наверное, один фильм, этот в фильме Егора Кончаловского «Возвращение Алла». Там взрывы идут, там как бы советские войска спускаются, и афганцев они громят. Я должен был как бы, под меня должен был как бы пламя должно быть. Взрыв Вы такой. играли кого-то из афганцев? Из Маджахеда, да. Я полностью там себе там мазью сделал лицо, там руки голые, вот это я одел, вот это там специальный костюм, вот это идет. И рядом стоит один каскадер, я здесь как бы стою. Я прям над ведром вот это сел, которое там взрывается. Элементарно, думаю, вот простые знания нужны. Вот если даже свечку зажгете, вот две спички туда сунете, крайняя первая сгорит или которая в середине? Я, честно, не знаю. Думаю, что мне на этот вопрос. если она в середине, она нет, главное, где вот она крайне, там пламени больше, да, чисто 7-8 класса вот это. И прям над ней стало, потом говорит, взрыв, там, бух, там например, пламя. Что в этот момент с вами происходит, расскажите? Нет, выброс вот этого огня идет, взрыв такой, где-то на метров 6, тут метр на меня перекрыл. Я из костра выхожу, начинаю стрелять, потом вижу, что горю, начинаю себя тушить элементарно полностью. И там такая тишина. А каскадер, который думал, что отошел от костра больше, думал, он меньше будет, а наоборот, он больше сгорел. Элементарно нужно, как бы, думаю, там знания везде вот это и помогает. Вот это. А одежда какая у вас специальная, расскажите? Все части тела покрываются чем-то? Ну, чуть-чуть, немножко, чуть ресницы, помню, сгорели, чуть руки, чуть-чуть, наверное. Ага, потому что руки оголенные. Да, ну, руки, лицо, ну, глаза оголенные в среднем, что там не закрываешь, там же играешь маджахеды, как. А ну, специальный костюм надеваешь, но об этом очень у нас нельзя в кадре говорить, у нас свои секреты есть. Специальный костюм надеваешь, специальная какая-то мазь есть. Но все-таки это огонь стихия, она как бы непредсказуема, как и вода. Все-таки зависит, много зависит от удачи. И, Хорошо, расскажите тогда, пожалуйста, о том, как бы странно этот вопрос не звучал, у вас все-таки съемки бывают абсолютно разное время, то есть не предскажешь свой график. Вот. Расскажите нам о том, как зарабатывают каскадеры и сколько на эту зарплату можно прожить. Например, отъяснились месяц, и сколько после этого можете гулять на своей родине? Для всех вот юношей и девушек, которые хотят стать каскадерами. Да. Почему мы говорим, что это, наверное, как чемпионат мира, вот чемпионат мира по тайквондо. Я 2 раза дрался на чемпионатах мира. Это каждые 2 года проводится. Каждый год чемпионат Азии. Вот к этому идешь, и, да, там, готовишься, там, маленькие городские соревнования, областные, республика, там, международные, потом на чемпионат мира выходишь, да? То же самое у нас в трюковом искусстве. Вот, человек готовится, выходит. Здесь аналогично. Да. И если у нас каскадеры говорят, месяц у нас год кормит. Если вот ты месяц можешь на таком большом фильме отработать, можешь год гулять. Обычно... Гулять на широкую ногу. Ну да, ну обычно как у меня, как в жизни. Эх, не тем делом я занимаюсь. Возьмите меня в свою команду. Ну просто как была мне эта тема, что этот, например, я один фильм отработаю, например, получается, что какую-то недвижимость берешь. Потом сделала, ну, еще один фильм отработал, машину покупаешь, еще ты, например, что-то сделал, дачу покупаешь. Значит, у нас каскадеры самые богатые люди в Кыргызстане. Не, мы этому уже годами шли, лет 20 шли, к этому шли, а вначале, помню, там мы начинали за копейки работать, там фильмы больше как бы стригли, чтобы больше она у нас была, а потом это приходит. Я думаю, мне кажется, это за год вот это все пришло. Сейчас же люди у нас там что, росписком пера зарабатывают. У нас работа чуть посложнее. А потом год ходишь, как бы так работу ищешь, там, ну, маленькая работа, вот это, и, ну, вот так у нас исходит. Ну, значит, на свой страх и риск, да, обязательно, работая каскадером, можно год прожить. Да, мне уже еще больше начинает нравиться ваша профессия. Хорошо, расскажите, пожалуйста, про какие-то премии, про вот те амбиции, которые могут каким-то образом, я не знаю,
может быть, не знаю, получить награды, медали. Ведь все-таки какая-то цель, конечный итог должен быть у любой профессии. Кто-то, актеры снимаются, чтобы получить Оскар. У вас какая-то конечная цель? Ну, всегда вот говорю, всегда говорю, например, у нас говорят, вот ты в каких фильмах снимался? А я начинаю говорить, я говорю, не снимаюсь в фильмах, не знаю, кто снимается, я говорю, в фильмах работаю, говорю, у нас такая тема есть. Ну, то, что вот эти медали, эти награды приходят, это, думаю, хорошо. Я все-таки сейчас хочу, наверное, вот эти все свои награды, статуэтки, эти там, хочу взвесить, наверное, килограммов очень много выйдет, наверное. И продать? Нет. Я хочу, чтобы она там осталась мне там, чтобы мой сын вырос, рос, смотрел на это. Мне кажется, он на это смотрит и потом воодушевляется, чтобы мой внук смотрел, думаю, там. Конечная цель, мне кажется, именно ради цели вот этой живешь. Не знаю, когда там Господь остановит, когда скажешь там, здоровье, это там прекращай, вот это. Ну, просто она у нас, это как бы, это действительно путь, как в воинских искусствах. Например, ты сегодня каскадер, завтра постановщик трюков, боев, вот это идешь, потом как консультант. С этого что-то пишешь, это, мне кажется, ну, такая простая такая вереница, которая идет, и мы не знаем, где начало, где конец. Ну, начало, может, есть, а насчет конца пока не знаем. А вот получается адреналин, несомненно, от работы. Получаете ли вы удовольствие? Расскажите. Обязательно. Это адреналин, я так думаю, это как наркотик. А удовольствие? Удовольствие всегда, обычно. И вот, например, фильм, вот это, например, ждешь, 47 родинов, наверное, мы ее 4 года ждали, наверное. И приходишь в кинотеатр, потом смотришь, и в конце для тебя хорошая тема. Я всегда молчу, потом смотрю, и в конце фильма показывают титры, твоя фамилия, а думаешь, хорошо. Ну, вот это, наверное, упоение. А потом говорят, да, это ты доработал, да, я работал, все. На этом все заканчивается, потом нужно опять новое что-то подтверждать, опять новые проекты искать, доказывать, что... Каким образом ищете новый проект? У вас есть свой пиар-менеджер, ассистент, который этими вопросами занимается? Или все сами свои? Ну, сейчас стало очень более проще стало. И ты есть в Фейсбуке, ты есть в Одноклассниках, сюжеты выкладываешь. У нас есть как бы своя группа там, у нас есть свои люди, которые там за эти вещи отвечают. И как-то об этом мало заботимся. У нас такого нет. То есть работа сама собой находится? Да, в среднем, думаю, да. Хорошо. Ну, наверняка нас смотрели сейчас юные, смелые, отчаянные, отважные, молодые люди, которые, возможно, тоже хотят пойти по вашим следам, работать в голливудских кино и стать в конечном итоге каскадерами. Какие советы вы им можете дать и куда податься, если мы говорим про Кыргызстан? Есть ли у нас такие специализированные школы, где учат искусству именно различных трюков? В кино я пришел из спорта, я обратно в спорт вернулся. Наверное, сын то, что он начал тренироваться, из-за этого спорта вернулся, наверное. А у нас специальной школы нету, но у нас в нашей группе кыргызстанцы, которые там здесь тренируются, думаю, в среднем минимум мастера спорта по разным единоборствам. Значит, надо начинать со спорта. Обязательно, спортивная подготовка. Минимум мастера спорта, имею в виду, такое ребята звания имеют, там 3-й, 4-й данные, там мастера спорта по боксу, по борьбе, там, что вот это есть. И те ребята, которые приходят, например, в кино, чтобы показать себя или там заработать деньги, долго не держатся. Это как образ жизни. У нас есть своя школа, где мы тренируемся уже. У нас спортзал свой есть, где мы 22 года уже там. Я там, в этом спортзале 22 года. И много ребят приходит там, видишь, что красиво, там, слава, что вот есть. Приходит, но потом падать же больно. Там это все видят, вот это дрязги, например, дождь идет, можно неделю, может, съемки ждать надо. Неделю ждешь, сидишь очень спокойно. Там, думаю, определенная психика, думаю, там нужна. И потом не все выдерживают, все уходят. Думают, вот я пришел, это нет. А кто у вас самый юный представитель команды? Только, думаю, недавно у нас молодые ребята появились, которые там, да, более-менее там они держались, идут, наверное, 20 с чем-то лет. Я вообще в кино пришел, наверное, 20 с чем-то было мне. Ну, в том же возрасте. Но что-то у нас все-таки, как бы ни говорит, у нас притока очень мало. Это кажется, да. А вот меня заинтересовал вопрос, не всегда же нужно взрослых людей дублировать в фильмах. Если, скажем, роль юного какого-то, не знаю, военного мальчика, который рано отправился на фронт, скажем,
к примеру, скажем, ему лет 12-13, и в этом случае дублером данного молодого актера должен быть такой же молодой парень. Ну, это как бы от постановщика трюка зависит. Он берет спортсмена, просто, например, там, борца или там представителя единоборства, скажет, вот так падает, вот так, он на маты падает, это делает. Это зависит от фантазии, мне как постановщика трюков, режиссера. Когда все подбирается. И у нас много тем, когда мы даже, может быть, и женщин дублировали, там на тебя одевает косу. А женщины есть в вашем кругу? Есть в сфере джигитовки, да, есть они, да. Их там потом даже мужчин переодевает, и женщины могут мужчин переодеть. Ну, по-разному разное бывает. Ну, вот хотела бы на этих женщин посмотреть воочию, этих отважных особ. Хорошо, Нурбек, к сожалению, наше эфирное время подошло к концу, но очень плодотворная вышла беседа, и я думаю, телезрители узнали много чего нового, что происходит за кулисами. Сейчас у нас рубрика «Свободный микрофон» в адрес всех зрителей телеканала Кимус. Пару приятных пожеланий в адрес. Сюда говорить, сюда? Да, можно смотреть камеру. Уважаемые кыргызстанцы, уважаемые наши граждане, я желаю, чтобы за эти годы становления в Кыргызстане прошло, то есть за эти годы становления произошло очень много наших кыргызских таких больших тем, именно говорю кыргызских, потому что мы вот такой народ, я хочу, чтобы у нас был мир, чтобы не было войны, чтобы больше лучше снимали фильмов, делали театральные постановки, чтобы у нас народ продолжал вот так дальше и расти. И хочу, чтобы Кыргызстан наш занимал достойное место в мировом рейтинге. Хочу, чтобы наши дети были счастливы, и чтобы наш народ был един. Одним словом, чтобы все кыргызстанцы развивались всесторонне, как и физически, духовно и материально. Нурбек, спасибо вам большое за интересное интервью. Думаю, что вы будете и являетесь на данный момент большим примером для подражания, для молодых, о том, что не стоит бояться, а стоит воплощать свои мечты в жизнь. Спасибо вам. Увидимся с вами обязательно уже, думаю, в рамках других эфиров и уже с новыми вашими заслугами. Дорогие телезрители, наша программа подошла к концу, к великому сожалению, но мы с вами надолго не прощаемся, впереди выходные, я думаю, что вы все хорошенько отдохнете, расслабитесь, и после этого уже следующую неделю начнем с позитивным настроем и с телеканалом Кимус. С вами была я, Джамал Осмонова, смотрели вы программу «Кефир», и в гостях у нас сегодня был Нурбек Болотов. Дорогие друзья, будьте смелыми, отважными, и тогда у вас все в жизни получится. Прощаюсь с вами ненадолго, через 2 дня увидимся вновь.